царь, который угнетал свой народ, послал против Урала огромного черного быка. Все люди перепугались, пожалели они Урала. Пропадет Урал, пропадет, слышал из толпе. Исполинский явился бык, скреб он землю копытами бил, слюну свою ядовитую лил. Подошел к Уралу в тот час, не сводя с него страшных глаз, и слегка поведя головой, рык из глотки истор громовой. Человеческим голосом бык угрожал Уралу: поставьте его на рога и носить до тех пор, пока богатырь не превратится в прах, который развеет ветер. Но не тут-то было. Изловчился Урал-батыр и пригнул его голову к земле. И сейчас же его Урал схватил за рога и крепко сжал. Как тут бык не пыхтел, как не старался, как не бился, как не взрывался, освободиться сил не нашел. По колени в землю ушел от жестоких потуг у быка. Из пасти черная кость потекла, верхний зуб его отлетел. Обессилел бык, ослабел, изнемог, устоять не сумел. Увидев это, все люди удивились. Никогда такого не было, чтоб кто-то мог победить огромного черного быка. А Урал-батыр сдержал свое богатырское слово, ухватил быка за рога и поставил с грохотом на землю. От этого удара раскололись копыта быка, они треснули пополам. И сказал тогда Урал вещие слова: рога твои, что я согну в честном бою, останутся такими навсегда в пасти твоей щербатой. Никогда больше не вырастет острый клык. Копыта твои раздвоенные останутся такими навсегда, пока существует твой род на земле. Испытал ты силу человека, понял, что слаб ты перед человеком. Теперь будешь служить ему до скончания веков. Не смей больше грозить человеку. Урал-батыр победил быка и показал, что человек сильнее всех на свете. А бык повел свое стадо на Урал, и оно с тех пор служит людям. Спасибо за внимание. И башкирский фольклорный коллектив «Актырме». Эмир, поскольку ты хочешь